кушай, мама, кушай. Пошло? Здравствуйте, дорогие друзья! Все вы знаете Таймураз Оптимирова, это наш активист, он всегда нам помогает в наших мероприятиях, всегда ведет фото-видеофиксацию, какие-то сложные технические моменты исполняет. Вот. Кроме этого, Таймураз года 2-3 назад, Таймураз, наверное, начал заниматься проведением курсов по осетинскому языку. Это такие курсы, насколько я понимаю, на расстоянии, интерактивные. Таймураз, здравствуй, пожалуйста, расскажи поподробнее, что за методика и вот что из себя представляет, да, это? Ну, коротко поясню, значит, что имел в виду Казбек на расстоянии. На расстоянии, в смысле, посредством интернета. То есть сейчас это очень распространено, изучение языков, в принципе, получение знаний через интернет. Потому что время сейчас в дефиците, и не у всех есть возможность вживую с кем-то встречаться, особенно в больших городах, вот типа Питера или Москвы. Поэтому, конечно, это актуально. Ну, конечно, осетинский язык, как и любой другой язык, требует работы. То есть онлайн-курс — это не значит, что вы там прослушали 1,5 часа и вдруг стали говорить по-осетински, не приложив к этому никаких усилий. Абсолютно нет. Это как бы база для того, чтобы вы могли практиковать язык с носителем, с преподавателем. Ну, в общем и целом это вот так выглядит. Таймураз, скажи, пожалуйста, в твоих курсах могут принять участие люди, как проживающие в Петербурге, Москве, так и, в принципе, в любых других городах. А технически что для этого нужно? Компьютер или что нужно для этого? Я сам могу держать. Технически, вообще, кто может принять участие? Да, участие могут принять все, кто находится в том часовом поясе, чтобы ему было удобно это делать. Потому что занятия проводят по вечерам, допустим, вот ко мне обращались с Омска. Вот, им не очень удобно, у них это уже поздно. Вот. Тем, кто находится в Польше, у меня есть ученик, им удобно. Там в Австрии, например, был запрос, тоже нормально по времени. То есть так-то без разницы. Это может быть любая точка мира, хоть там Южная Африка, хоть Никарагуа, хоть что угодно. Я уже не говорю о том, что Владикавказ, Осетия. Главное — интернет-соединение, чтобы было стабильным. Ну и любое устройство. Есть люди, которые с мобильника, кто-то с планшета, кто-то с компьютера. Сейчас практически у каждого есть мобильники и 3G там, или 4G. Этого вполне достаточно бывает. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, Таймураз, все время твоего занятия вот этой деятельностью, сколько людей прошло через твои курсы? Так в целом примерно, может сказать, 100, 200, 300, которые уже прошли курсы, у которых есть какой-то результат, может быть? Конечно, вы меня переоцениваете, чтобы 100-200 человек я прогнал очень быстро. Нет, такого нет. Сейчас это только в развитии. И я бы сказал так, что интенсивность курса, она пока, по-хорошему языком надо заниматься, раза 3 в день, да, каждый день уделять времени. У многих находится 1,5 часа в неделю. Конечно, интенсивность, она низкая. Но, в принципе, порядка, скажем так, 20 человек сейчас занимается, находится прямо сейчас в какой-то деятельности. Конечно, их будет становиться больше по мере распространения информации, потому что для многих это актуально, многим это важно. И опять же, кто-то пробует изучать осетинский, понимает, что ему достаточно каких-то базовых знаний и не продвигается дальше. Кто-то понимает, что ему язык в принципе не нужен, он и без осетинского языка спокойно живет и радуется жизни. И такие люди тоже есть, они говорят: спасибо, но мне хорошо уже. Таймураз, есть такой вопрос, вот теоретически, допустим, у тебя сейчас пошел наплыв желающих, сколько людей ты можешь, допустим, теоретически всего охватить, чтобы за один раз в одном курсе это все 150 человек, одновременно сколько можете, при полной загрузке, полной загруженности? Конечно, я не считал, но это в любом случае немного, потому что курс ведется интерактивно. То есть даже вот я в группу набираю, допустим, 5 человек максимум, от 2 до 5, потому что я слежу за каждым, поправляю каждого. И первое — это у нас фонетика, то есть я их учу правильно выговаривать звуки так, чтобы с наименьшим акцентом. На это уходит очень много времени, и с каждым учеником надо отдельно работать. И так вот, сейчас ко мне, допустим, обратятся 15 человек, я не уверен, что смогу их занять сразу.
То есть, конечно, надо как-то распределять количество желающих. Ну, по мере того, как они будут поступать, будет уже понятно. Тимураз, хорошо, вот человек, который прошел у тебя курс, вот прошло время какое-то там месяц, два, три, как-то ты с ним потом еще пересекаешься, вот как-то может быть созвониться, есть какая-то связь обратная, что вот, что-то можешь советовать? Ну, давайте я еще раз поясню, что такое курс астинского языка. Курс астинского языка — это не вещь, которую вы взяли, там, купили, положили в карман, и она у вас все время работает. Нет, есть, значит, базовый курс, это курс такой адаптивный, это для тех людей, кто, может, не слышал никогда астинской речи, для тех, кто вообще не понимает, что и как. Это не для тех, кто что-то говорит, но стесняется. Вот для тех, кто стесняется, это как бы отдельная работа производится. Это вот самое ничего. Люди после этого курса уже чувствуют язык своим. То есть у них появляется ощущение, что язык не чужой. Это самое главное. Естественно, если сделать перерыв 2 месяца, то месяц, который они позанимались, ну, как бы так, будет немножко коту под хвост. Потому что любой язык — это такая вещь, что ее надо чуть-чуть понемножку практиковать, хотя бы 5 минут в день. Вот у меня сейчас есть один ученик, ну, русский человек из Украины, да, вот он говорит, у меня сейчас сессия, я не могу. Я говорю, ну, хорошо, вот 5 минут в день хотя бы занимайся языком, потому что он достаточно хорошо продвинулся, практически говорит без акцента, очень много сам делает, но ему будет достаточно там 50 минут, но каждый день, чтобы поддерживать вот это вот состояние. Если забросить на месяц, такие случаи тоже есть, ну, все эти знания надо опять восстанавливать. То есть язык — это такая штука, что бросать не надо. И те, кто проходит у меня 1 уровень, ну, они остаются на 2. Если понимают, что им как бы нравится, им хочется углубляться в язык, что у них есть цель, тогда да, тогда они продолжают. Тимураз, я думаю, нашим подписчикам теперь более-менее понятна тематика вообще, да, вот эта схема работы вот этих курсов. Теперь, если что, ребята, кто заинтересовался, кто хочет, есть желание. Еще расскажу, да. что сейчас происходит, скажем так, актуальная информация, ну, как бы не о вечном, а об актуальном. Сейчас... Нет, автодор. Вот. И сейчас проходит, скажем так, набор на экспериментальную 100-дневку, интенсивная 100-дневка, то есть 100 дней изучения языка. При этом это, ну, как бы требуется работа и от изучающего, чтобы изучающий сам занимался языком какое-то время. Почему это, я об этом считаю важным сказать. Курс идет вместе с тренером по самодисциплине Аланом Бегуловым. Ну, меня спрашивают, он тут при чем? Как бы он при том, что он учит человека учиться. Ну, неважно чему, хоть астинскому, хоть там португальскому, хоть японскому. Вот, дает основные принципы. А уже я со своей стороны, конечно, обеспечиваю материалом по астинскому языку. Вот, информация, она доступна в группе. Есть и группа ВКонтакте «Астинский язык для начинающих», онлайн-занятия. Можете там посмотреть, ознакомиться. Вот, подробности я обычно высылаю. Вот. Тимураз, спасибо тебе за подробности. Мы будем следить за ситуацией. Обязательно подписывайтесь, друзья.